Добрый день, дорогие друзья, с вами Канубек Шадыканов, и в этом выпуске мы поговорим с вами, сколько стоит киловатт электричества в Турции. Не секрет, что в последнее время стоимость электроэнергии в Турции растет, и это очень ощутимо бьет на карманные расходы, учитывая, что есть и другие потребители электроэнергии дома, вода, интернет и так далее. Давайте мы сегодня немного поговорим на эту тему. На всей территории Турции действуют одинаковые правила начисления электроэнергии. Когда вы получаете счет за электроэнергию, то там при внимательном изучении можно увидеть, что есть три тарифа, распределенные на разное время суток. Все современные счетчики, они автоматически переключаются в течение дня. Я устанавливал дублирующий счетчик. Она умеет сама считать в течение дня, поэтому самостоятельно высчитывать количество дневного, вечернего и ночного тарифа нет необходимости. Обычно мы используем ночной тариф, мы используем стирку, например, помыть посуду, посудомоечной машине и так далее. Средняя стоимость электроэнергии в Турции это 0,75 до начисления налогов. Налоги здесь Турция умеет брать налоги, когда вы потребляете электроэнергию. Самым экономным режимом является ночной. Средняя цена 1 киловатт-час в Турции составляет 0,80 турецких лир. При умеренном потреблении счет по оплате электричества в квартире составляет примерно 450-500 лир. Я говорю о летнем периоде времени, когда 3+1, когда вы используете кондиционер, холодильник и другие потребители, которые у вас есть. Стиральная машина, посудомоечная машина, иногда работает электропечка, электрообогреватели и так далее. На заметку, расчет тарифа зависит от количества потребления. Чем интенсивнее используется электричество, то выгоднее и дешевле, чем цена 1 киловатт-часа. Некоторые думают, что если я не буду использовать электричество, то меньше буду платить. Но это ошибка, потому что в тарифной сетке, например, EnergyCA, используется умный счетчик. Они считают, сколько киловатт-часов человек потребил, и потом в зависимости от этого начисляется оплата. В среднем мы потребляем 13 киловатт в сутки, и если учитывать, что у нас работает холодильник, стиральная машина, кондиционер или, например, два вентилятора не выключаются, то на самом деле где-то 300-350 лир вы смело можете использовать в течение месяца. А если квартира самая большая и стоит два сплит-системы, например, два кондиционера, которые потребляют в среднем 1,5 киловатта в час или достигает иногда даже 6 киловатт в час, 8 часов она может работать не постоянно, то можно отдать 400-500 лир. Если постоянно круглосуточно гонять, то можно отдать даже больше 10 тысяч рублей или 1000 лир. Вот такие сравнительный анализ, который я вам привел, поэтому считайте, что в летний период мы получили на 100 лир больше, потому что электричество, когда вы получаете счет, там начисляется 3 уровня оплаты, то есть 3 уровня оплаты идет. Идет КДВ, налог на добавленную стоимость, BTV, тариф муниципалитета, TRT и плюс Energy Fund, они берут 1% налога. Итак, если вы счет получили на 350 лир, то из них 100 с чем-то лир уже будет налог. Чистыми вы получаете 350, а с налогом уже будет 400 с чем-то. В последнее время все больше завоевывает интерес солнечная энергетика. Давайте сегодня об этом еще поговорим. Город Мерсин – солнечный город. Поэтому использование солнечной энергетики актуально. Когда я исследовал эту тему, я удивился, что на территории Турции многие компании, частные лица часто используют солнечные панели для своих нужд. Особенно те, которые занимаются фермерским хозяйством, у кого есть, например, пасека или занимаются выращиванием овощей, фруктов. Они ставят генераторы, ветрогенераторы, электропанели мощностью 3 киловатта до 10 киловатт и устанавливают электромотор и выкачивают воду из земли, вырубают
колодцы от 50 до 70 метров с глубины воду тянут и поливает свой огород. На самом деле за последние 10 лет дома с солнечными панелями на крышах прошли путь от любопытства до обычного явления. Наверняка вы замечали, что на территории Турции на крышах плоские крыши, туда используются солнечные коллектора, где куб воды нагревается, и дома, когда солнце есть, они моются. Даже есть некоторые семьи, которые принципиально не включают электрокотлы, электрогазовые котлы, но пользуются только дневное время, моются, тем самым экономя огромные деньги на электроэнергии. На самом деле технология была доступна в течение десятилетий. Космонавты используют спутники на солнечных батареях уже в 60-х годах. Еще во Вторую мировую пассивные солнечные системы отопления тоже используются, особенно Соединенные Штаты Америки, Китай и Европа используют часто. Но мое было удивление, что в Турции есть фирмы, компании, которые собирают монокристаллы на 285 Вт, на 300-400 Вт, который выдает от 8 до 12 Ампер. Это очень хорошие показатели. В среднем, если мои потребности 12 киловатт в сутки, то мне достаточно потратить $3000 и поставить 6 панелей по 285 Вт и сетевой инвертор, то в этом случае я выигрываю. То есть окупаемость где-то 3 года. $3000 вы получаете 3 киловатта мощности, плюс еще 7 киловатт батареи емкости. Когда пик активности с 5 утра до 21 часа, то после емкость батареи энергопотребители, такие как холодильник, стиральная машина, будет брать с емкости батареи емкостью 7 киловатт. Согласитесь, что преимущества жилых домов на солнечной энергии очевидны. Во-первых, энергия солнца является бесконечной, тем более на территории Турции, в Мерсине, круглый год солнце, больше 300 дней в году, и обеспечивает экологически чистую энергию, без выбросов парниковых газов, и это может спасти деньги у людей на их электричество счета. Каждый дом или каждая сите по законодательству Турции и энергетических компаний имеет право поставить 10 киловатт солнечной панели. Пропускную способность нужно проверять у поставщиков электроэнергии, потому что если ваш дом имеет пропускную способность до 10 киловатт, до 25 ампер, то можно подключиться к сплит-системе или так называемый сетевой инвертор, который работает. Излишек можно продавать государству, и стоимость 0,50 курушей за 1 киловатт. То есть чистыми можно продавать государству. Но в таких странах, как Украина, Белоруссия, продажа зеленой энергетики хорошо поддерживается уже с 2014 года, и в данный момент государство разрешает обычным потребителям ставить до 30 киловатт солнечной энергетики. Evet. Günde 5, ayda 1500 kilowatt enerji üretir. Yani bunu 50 kuruştan satsa, Evet. en kötü rakamı söylüyorum ben, 3000 lira para yapar zaten. Ayda. O yüzden uygun yani o şey. 3000 paradan, 3000 TL'den vergisi Bu vergisiz fiyat. vergisiz Direkt fiyat. net fiyat. Нет. Давайте представим, что у вас стоит 3-киловаттные солнечные панели и сетевой инвертор 380 вольт, который излишек продает государству. Вы потребляете в течение месяца 1000 киловатт. Из 1000 киловатт, скажем, что вы 750 киловатт от солнца получили электроэнергию, и ночное время излишек где-то 250 киловатт, или вы больше израсходовали, вы можете продать ее государству 250 киловатт по 0,50 куруши, и это будет ваш чистый доход
до вычета налога. То есть получается государство до вычета налогов получается 0,50 курушей. И потом туда добавляются некоторые виды налога, которые мы сегодня только что с вами обсудили. Налог на добавочную стоимость 18%, плюс фонд энергетический примерно 1% они берут. Еще дополнительные расходы. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу сегодняшней темы про зеленую энергетику. Стоит ли, какие у вас мысли, соображения? Мне было бы интересно. Спасибо вам большое за внимание. 3500 ветрогенератор. Это где-то 3000, это 3500, 1500 лир стоит это. Вот и 600 ваттный. Есть такой 600 ваттный, тоже можно поставить для компьютера. Bunu suç abi. 600 wattlık. Evet. Ne kadar bunu? 400 lira. 600 amperный inverter. Sinus değil mi bu abi? Sinus değil. Modif.